Руководство Британского музея приняло решение заказать изготовление второй части уникального экспоната – модель летнего праздника Эсэх у якутского мастера. Сам экспонат изготовлен неизвестным якутским косторезом из мамонтового бивня в конце XIX века. Подробности в сюжете Андрея Мухоплева. После консультации с экспертами Якутии руководство Британского музея приняло решение заказать изготовление второй части экспоната у известного художника-костореза Федора Маркова. Модель была изготовлена специально для международной выставки, проходившей в Париже в 1867 году, где ее купил куратор Британского музея. С тех пор уникальный экспонат хранится в Британии. Сделано очень классически и в высоком уровне того времени, тогда совсем другие инструменты, резцы. Сейчас мы работаем совсем по-другому, в основном бормашиной, поэтому мне трудности по-своему. У них, наверное, тоже по-своему было, поэтому стараюсь поближе, сохраняя эту традицию и стиль работы ближе должно быть. По контракту якутский мастер должен завершить работу в феврале следующего года. Для реализации идеи Федору Маркову были переданы бивни мамонта высшего сорта от членов Союза сборщиков, переработчиков и экспортеров мамонтовой фауны Якутии. Арсений Сергеевич обратился в Минпром, соответственно, в Союз предпринимателей, экспортеров и косторезов Республики Саха-Якутия. Мы это коллективно рассмотрев дело, я познакомился с косторезом, переговорили, посмотрел на композицию, мне она сама очень понравилась, и решили помочь. Для реализации лондонского заказа Павел Ефимов лично передал от своей добывающей компании Федору Ивановичу 20 килограмм бивни мамонта высшего сорта. Действительно, нам радостно, что члены и сам Союз не остались в стороне для того, чтобы воссоздать эту композицию, которая действительно, я надеюсь, станет украшением Британского национального музея. И действительно, посещающие этот музей поймут, насколько многогранно, красиво и насколько она созидательна наша культура, и могут получить представление именно в воплощении мамонтовой кости. Помимо выделенного материала на воссоздание экспозиции Эсэх, члены Союза теперь на регулярной основе будут выделять бивень мамонта как сырье для образовательной деятельности училища. По словам директора, многие студенты никогда с этим материалом не работали. Став членами общественной организации, этот вопрос был поставлен, и решен во время недавнего всероссийского фестиваля косторезного искусства. Да. И сразу после этого мы решили вступить в эти ряды, так как в результате этого мы надеемся, что это уже первая партия от предпринимателей поступила бивня мамонта для образовательной деятельности. Да. Будет поступать к нам, и учебный процесс будет охвачен. Члены Союза сборщиков мамонтовой фауны Якутии признались, что в скором времени они планируют создать точную копию уникального экспоната Эсэх, который хранится в Британском музее. Андрей Мухоплев, Григорий Николаев, Якутск.